Друзья, сегодня я прочту вам стих, над которым вам обязательно следует поразмышлять. Я прочту вам Исайя 42:5. Но затем прочтите следующий, начиная с 6, чтобы все понять. Здесь пророк сказал: «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней». Не просто совпадение, что на Земле есть все условия для жизни человека, в то время как на других планетах нет ничего, лишь пыль, лед или газы. У Бога есть цель, и вы увидите, о чем Он говорит вам. Я хочу лишь посоветовать вам верить в Господа в любой ситуации, и Он вас благословит. Прежде чем мы помолимся, посмотрите это свидетельство. Из-за сильной боли я не могла повернуть вот так шею. Теперь я могу, посмотрите. Когда я пыталась поднять руку, казалось, что здесь может порваться. Но теперь все прошло. Да, я просила мужа: «Помоги мне, это невыносимо». Я не могла стирать одежду, ее стирал муж. Я не могла подмести пол. Мне уже сделали операцию. У меня остались разрезы здесь, здесь и здесь. Все из-за этой проблемы. Меня снова должны были оперировать из-за возникающих опухолей. Этого не потребуется. Бог сегодня исцелил вас. Поднимите обе руки к небу. Так прекрасно. Я не могла даже отвести руку за спину. Она не отводила руки за спину, друзья. Муж мыл мне спину. Теперь Бог исцелил вас, вы здоровы. Слава Богу. Если зло захочет вернуться, пошлите его прочь. Теперь дверь всегда открыта, чтобы зло ушло прочь. Теперь помолимся. Отец, положив руку на Писание, я провозглашаю, что все, что Господь обещал, осуществится в жизни этого человека. Облечено все зло во имя Иисуса. А вы скажите: «Аминь». Благослови вас Бог.